Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку в виде комментариев и лайков, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какой сюрприз готовит вам судьба? Либо что станет для вас большим сюрпризом? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте посмотрим, что за сюрпризы вас ждут. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы входят моими руками, что сейчас у нас скрыто и то, о чем мы желаем слышать и узнать. Так, сюрприз. Ну, действительно сюрприз. Что же станет для вас сюрпризом? Но здесь кто-то появится, откроется, проявится. Но вы все разные, да, у каждого отыграется по-своему. Здесь человек, словно бы птица, такая большая птица с огромными крыльями, влетит в вашу жизнь, влетит в ваш дом. Для кого-то станет сюрпризом новое знакомство. Для кого-то станет сюрпризом появление уже знакомого человека. Но это так резко, это так неожиданно. И еще, скорее всего, какое-то неуроченное время, неуроченный час. Может быть, вы, не знаю, выйдете за хлебом, либо будете выносить мусор, извините за такую пикантность, да, ну, прям не при параде. И тут вот, пожалуйста, встретите его, либо ее, если смотрит меня мужчина. Как-то и неудобненько, но и в то же время очень интересно. Вот встреча идет, встреча, либо знакомство, либо встреча. Ой, ну, тут весь спектр эмоций испытать. Сначала прям так: о боже, я же в домашнем, да, либо я же не накрашена. А потом такая: все равно нормально, пойдет. Вы видите реакцию человека на вас, ну, такую радостную, счастливую, улыбчивую, скажете: все нормально, что я переживаю, что я парюсь. Главное, что мы вот встретились, да, наконец-то этот человек рядом. Либо как славно, что мы познакомились. Но здесь человечек очень интересный. Либо вы хорошо знаете этого человека, да, опять же, любите, цените, уважаете. Либо вас этот человек очень сильно заинтересует. Вы прям так и скажете: вау, ох, какая, да, либо какой классный, да. Прям будет и приятно, и сюрприз, и вообще подарочек судьбы, я бы даже сказала. Да, этот человек как подарочек судьбы идет. Так, еще большим сюрпризом станет то, что вы с кем-то спиной к спине стоите. Как в одной такой маленькой лодочке, да, спина к спине. И вы друг другу помогаете. Вы на один фронт, человек на другой фронт. Вот как будто бы вы вдвоем, и больше никого нет. И боретесь вы с каким-то злом. Здесь явно кто-то станет на вашу сторону и будет отчаянно с вами вместе, как говорится, рука об руку бороться. Опять же, вы все разные. Возможно, это в семье ситуация, когда вы подвергаетесь нападкам кого-то из родственников. Да? Кто-то вступится за вас, причем не просто вступится, но вот с вами вместе борется. Вас страхует со спины, с самого незащищенного места. Либо на работе такая ситуация может приключиться. Может быть, эта ситуация связана с получением какой-то помощи, какой-то защиты. Да? Может, вам нужна эта защита. Но здесь прям человек с вами единым фронтом идет. Слушайте, это замечательно. Вдвоем вы такая сила, вы такая мощь. Но вы тут со всеми справитесь. Тем более я вижу, что у вас руки не пустые, какое-то оружие, какие-то, может быть, даже знания, как оружие есть. В общем, всех вы тут победите, со всем справите. А сюрпризом будет то, что за вас вступятся. И опять же, кто за вас вступится. То есть, наверное, самый неожиданный человек, если мы говорим о семье, либо совершенно будет большим-большим сюрпризом, что вообще, в принципе, да, человек незнакомый за меня так сильно и активно заступается и помогает, да, помогает мне. Но это добрый знак для вас, добрый. Предвещает победу, предвещает справедливость, предвещает, что вы свое отстоите и в беду не попадете.
Дальше. Человек как заяц. Человек очень сильно преувеличивал свою значимость. Да? Я крутой, я все могу, я все умею, да, у меня все схвачено, да, я тут большой ЦБ. А окажется, что просто заяц. Знаете, где-нибудь там что-нибудь упадет, да, звук какой-то раздастся, даже глухой звук. И этот человек, как заяц, просто забьется в норку и попробуй вытащи. Вот этот хвост пипочкой только будет торчать. Это и смешно, и грешно, да. С одной стороны, забавно, да, что человек так быстро превратился в зайца. А с другой стороны, вы поймете, что это все было фейк, да, воздушный пузырь, который лопнул. Человек ничего из себя не представляет, вообще бояться этого человека не стоит. Все это, как говорят, понты, да, пустые понты. Но опять же, глаза у вас на этого человека откроются. Может быть, вы себя сравнивали с этим человеком и думали, почему я не такая крутая. Может быть, этот человек вас как-то запугивал, да, либо человек, например, вам что-то обещал и говорил, да, вот я все могу, там, 5-10. А вы поймете, что это просто заяц, маленький серый заяц, который всего на свете боится. И, знаете, как-то вовремя вы это поймете. Вовремя на этого человека у вас глаза откроются. Так, с левой стороны. Но с левой стороны у меня здесь ангел, который щит выставил. Щит выставил в сторону от вас. То есть он вас защищает, да, этим щитом вас защищает. Но здесь вмешательство. Вмешательство высших сил в какие-то события, в какие-то обстоятельства. Смотрите, с левой стороны, как это может отыграться для вас. Ну, например, что-то не случится, не свершится, не получится, там не встретитесь, не договоритесь, не поедете, отмены, замены, перемены, да, вот такого плана. Вроде как все на мази, и вроде вот-вот должно случиться. И тут бац, в последний момент вот бан идет, да, закрыто, не будет, пусто. Это ангел вас защищает, чтобы вы не попали в какую-то историю, либо каких-то бед, либо проблем себе не нажили. Такого плана идет информация. Возможно, вас это расстроит. Да? Это будет сюрприз такой с негативной подоплекой. Но по прошествии небольшого промежутка времени вы поймете, что как хорошо, что я не подписала этот договор. Да? Либо я не стала встречаться с этим человеком. Я туда не поехала, я туда не пошла. Как хорошо, что мне отказали. Да, вот к такому придете. Но здесь ангел ваш постарается. Видите, вот он, ангелочек, стоит и щит выставил. От зла щит выставил, да, чтобы зло не коснулось вас. Ребят, давайте так договоримся. Что бы ни происходило в вашей жизни, вот негативного характера, что вы воспринимаете как негативное, поверьте, не надо гневиться, злиться на высшие силы. На себя не нужно злиться. Просто чуть-чуть дайте времени, и вы поймете, что все это к счастью, да, что это вас от чего-то спасло. То, что не случилось, вас спасло. Так идет. Так, еще для вас большим сюрпризом станет, что кто-то повторяет все за вами. Как, знаете, как попугай, либо мартышка. Да, все повторяет за вами. Манеру говорить, манеру одеваться, какое-то ваше поведение, какие-то ваши, может быть, слова, тезисы. Да? Для вас это станет большим-большим удивлением. Ведь вы к себе как-то очень критично относитесь. Вы не считаете себя там умным человеком, либо супер продвинутым, да, иконой стиля не считаете. Но когда увидите, прям сразу даже и не поверите. Так, у меня потухла свеча. Надо мне ее зажечь. Вы извините, но без свечи как-то темно. Темно, хочется свечного света. Он помогает увидеть картинку, как она есть. Так, маленькая заминочка. Я думаю, что вы не сильно расстроились. Так, ну давайте продолжать. Смотрите, здесь звезда всходит, здесь чья-то звезда всходит с правой стороны. Смотрите, какая она красивая звездочка. Вот она потихонечку так всходит, да, на небосвод всходит. Но это вы, ваш талант. А у кого-то так и отыграется, что это слава, это популярность, либо мирового как масштаба, да, всемирного, не мирового, всемирного масштаба, либо какая-то локальная в своих кругах, да, где вы работаете, либо где вы отдыхаете, может быть, с кем вы общаетесь. Звездочка, вы однозначно станете известны и популярны.
Вот по-любому. А здесь нет других вариантов. Когда показывают такую красивую звезду, это про талант, это про способность, это про ваши возможности, это про вашу реализацию и про то, что вас точно и заметят, и отметят. Только почему-то сами в себя не очень верите. Нет, ну вы чувствуете, что что-то есть, но до конца не уверены. Вы очень такой самокритичный человек. Да, самокритичный, скромный. Вот, вы скромный человек, помимо всего прочего. Но ваша звезда, вот она уже всходит. То, чем вы занимаетесь, будь то ваша основная деятельность, будь то ваше хобби, увлечение, ну, прекрасный результат, популярность, известность, вот что вас ждет. Так, еще для вас большим сюрпризом станет какое-то письмо. Ласточка летит. Ласточка летит. Ласточка какая-то странная, она очень медленная, низко как-то она летит и не сильно часто машет крылышками, как будто бы ловит этот попутный ветер, да, чтобы сильно не напрягаться. Письмо придет, письмо с удивительными новостями для вас, либо с какими-то удивительными предложениями для вас. Летит она, конечно, странно, странное направление с правого угла в центр. Может быть, очень долго вы ее ждали и уже прям забыли про то, что вы куда-то обращались, кому-то писали, что-то просили, с кем-то договаривались. Но здесь порядочно времени прошло, так что и забыть можно было. И вот представляете ваше удивление, когда она все-таки долетит до вас и перенесет вам это письмо, это послание, либо это предложение. Это, конечно же, сюрприз. Причем сюрприз очень яркий, полезный и невероятный, да, по возможностям, по качеству этих возможностей. Слушайте, ну вы тут руки вверх поднимаете, вы такая рада, либо рада, если мужчина. Здесь прям настроение у вас от 0 до прям в 100 баллов идет повышение. Ну прекрасно, пусть летит. Дождитесь ее, дождитесь. Она уже на подходе. Тяжелая, медленно летит, либо ленивая. Бывает, такое иногда бывает. Так, еще для вас большим сюрпризом станет встреча с людьми, которых вы очень-очень сильно давно не видели. Это не один человек, это несколько людей, от 2 до 5 человек. Очень славные, веселые, шумные ребята, ну, либо девчонки. А может быть микс и ребята, и девчонки. Здесь как вечер каких-то воспоминаний, разговоров. Во-первых, вас очень удивит, как они поменялись, да? Вот они все стали какие-то другие, повзрослели, совсем по-другому выглядеть стали. И также вот кем стали, да, либо чем занимаются. Вот это для вас будет сюрпризом. Но вы тут и узнаете что-то новое для себя, ну, в процессе общения, и еще и очень многому удивляетесь. Да, изучаете, удивляетесь. Но это будет интересно. В каком-то месте, вот как, знаете, в большом магазине, либо на каком-то мероприятии, может быть, даже в каком-то кафе, ресторане. Встреча совершенно случайная, и вот действительно как сюрприз для вас проиграется. Так, девочки, мои дорогие девочки, кто в паре, кто замужем. Здесь мужчина готовит вам сюрприз. Знаете, такое впечатление, что он очень долго копил денежку. Так прям совсем по капелюшечке откладывал для того, чтобы вас порадовать. Что-то вам купить, подарить, просто денежку вам, да, какую-то сумму дать. Он такой умничка, тьфу-тьфу-тьфу, да. Хоть он у вас иногда проказничает, но вот он реально постарался, он долго собирал. Вот серьезно говорю, даже себе в чем-то отказывал, но денежку для вас собирал. Собирал, чтобы вы поулыбались, чтобы вы похвалили, чтобы вы его обняли, поцеловали. Да, да, удивит так удивит. Тем более я вижу, что вы на него ругаетесь, что он вам мало внимания уделяет, либо денег на вас вовсе не выделяет, не тратит. А он вам такой сюрпризик готовит. Слушайте, у него же самого глаза будут светиться от гордости, что смотри, жена, я насобирал, да, я купил, я выполнил. Ну, молодец, похвалите, похвалите, отблагодарите, замотивируйте и дальше, да, так себя по-хорошему вести. Быть таким умничкой, да, и свою любимую жену радовать. Желательно на постоянной основе.
Так, еще для кого-то из моих дорогих зрителей, тут и мужчины, и женщины, большим сюрпризом станет признание человека, которого вы давно и хорошо знаете. Сразу хочу сказать, что с этим человеком у вас есть отношения. Скорее всего, они какие-то натянутые. Ну, кажется, что вы друг друга недолюбливаете, да, либо это человек как-то уж слишком испытывает ваше терпение, какие-то выходки себе позволяет, там, насмешки, подстебы, шуточки неуместные. Да? И вот этот человек вам признается вот как на духу, что испытывает к вам очень серьезное сердечное чувство, да, сердечную привязанность. Вы просто вот так руки вверх поднимите, скажете, ну надо же, да? Оказывается, не вышел из пубертата, да? Либо не прожил переходный возраст, что ты к женщине таким образом проявляешься. Знаете, на что это похоже? Это похоже на школу, когда мальчики, понравившиеся девочки, там, девочку за косички дергали, да, либо как-то вот там бумажки в нее кидали. Вот на это похоже. То есть вроде взрослый дядька ведет себя как мальчик 9-10 лет. И вы такая, блин, а что мне теперь с этим делать? Вот это сюрприз. Это как этот чертик из табакерки. Фу-фу-фу, скажете вы. Не-не-не, с такими дурачками точно дел я иметь не буду. Но, девочки, когда он вам откроется, когда он вам все это скажет, и вы его вот, грубо говоря, пошлете, да, может быть, более как-то мягко это сделаете, вот отношения между вами очень сильно поменяются. Он больше не будет себе позволять ни шуток, ни стёба, ни каких-то сальных шуточек, да, этого ничего не будет. Будет себя вести абсолютно нормально и адекватно. Но вам-то с этим жить. Представляете, если вы с ним работаете, каждый день вы будете на него смотреть и думать, блин, он в меня влюбленный, что мне теперь с этим делать? Лучше бы ты молчал, да? Ну, девочки, значит, так надо. Значит, так надо. Ну, ждите, признается. Вам этот человек точно признается. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.